Ситуация, которая может подпортить жизнь многим таджикам. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие новые ограничения в ближайшем времени может ощутить каждый. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. В Казахстане с 8 июля вводятся ограничения на экспорт пшеницы, муки и семян подсолнуха. Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. Квоты вводятся на обеспечение продовольственной безопасности страны и будут действовать до 30 сентября. Из страны запрещено вывозить более 550 тонн пшеницы или меслина, больше 370 тысяч тонн пшеничной или пшенично-ржаной муки и более 15 тысяч тонн семян. Ранее Минсельхоз Казахстана вводила квоты на вывоз зерна и муки в апреле. До 15 июня из страны нельзя было вывозить более 1 миллиона тонн пшеницы или меслина, а также более 300 тонн муки. А ближе к завершению срока 15 июня Ербол Карашукеев сообщил, что Казахстан планирует продлить квоты на экспорт пшеницы и муки до сентября. По его словам, на такой шаг правительство республики вынуждено будет пойти из-за угрозы дефицита зерна во всем мире и несостоятельности Украины обеспечить свой объем поставок зерна в Африку и на Ближний Восток. Квотирование обеспечит Казахстану контролируемый вывоз пшеницы и муки в равных среднегодовым объемам экспорта, поясняется в ответе ведомства на официальный запрос. Согласно статистическим данным, до конца 2022 года экспортный потенциал казахстанского зерна составляет ориентировочно 1 миллион 250 тысяч тонн. За первый квартал 2022 года Казахстан экспортировал в Таджикистан, который получает пшеницу согласно квоте, почти 176 тысяч тонн пшеницы. Ежегодно Таджикистан закупал у Казахстана около 1 миллиона тонн пшеницы, и в этом году импорт зерна из этой страны может сократиться примерно на 20%, а то и больше. В настоящее время стоимость 1 тонны продовольственной пшеницы в Казахстане составляет примерно $400, в то время как в прошлом году она была на уровне 215 за тонну. Можно предположить, что цены на нее тоже вырастут. Также за первые 4 месяца 2022 года Таджикистан закупил у Казахстана 5168 тонн риса, что на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда импорт риса составлял 10 тысяч тонн. Несмотря на это, Таджикистан сохранил за собой второе место после России в импорте казахстанского риса. В Таджикистане цены на рис традиционно растут в летний период до появления нового урожая, сбор которого приходится в основном на октябрь. В настоящее время средняя цена на рис составляет 15 самани за килограмм. В Таджикистане ежегодно производится примерно 100 тысяч тонн риса. По этому показателю республика находится на 4-м месте среди стран Центральной Азии, но по урожайности с 1 гектара опережает все страны региона – 45 центнеров с 1 гектара. Это один из высоких показателей в мире. За счет эффективного использования земель и повышения урожайности Таджикистан ежегодно будет сокращать импорт риса. Однако в этом году рисоводы сталкиваются с дороговизной удобрения и посадочного материала, что может отрицательно повлиять на цены. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Но это не последняя проблема. В Таджикистане в начале июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильно повысились цены на лук и огурцы. Они подорожали в 3 раза, а цены на морковь снизились в 4 раза. Ощутимо пошли вверх цены на все овощи и фрукты. Немного подешевели по сравнению с июлем 2021 года чеснок, вишня, инжир и персики. Производители объясняют повышение цен на свою продукцию подорожанием минеральных удобрений, которые в этом году они покупают по 10-15 самани за килограмм. Кроме того, по их мнению, в этом году сильно повысились цены на топливо и наемную рабочую силу. В качестве других факторов подорожания сельхозпродукции фермеры видят возросший экспорт некоторых видов овощей и фруктов, например, лука и винограда. Кроме того, декханам не хватает опыта прогнозирования, никто не дает им рекомендаций, какие культуры в этом году могут пользоваться спросом, а какие нет. Что касается огурцов, фермеры говорят о неблагоприятной погоде, когда в мае пошли дожди, это губительно повлияло на растения и привело к падению урожайности. В прежние годы мы получали от 600 до 800 килограмм огурцов с каждой сотки земли, а в этом году как под пленкой, так и в открытом грунте
грунте урожайность не составляет и 300-400 килограмм, говорят они. Производители утверждают, что повышение цен на эти продукты никак не связано с праздником Иди-Курбон. Действительно, некоторые торговцы в канун праздника взвинчивают цены, чтобы получить как можно больше прибыли, но это продолжится всего 2-3 дня, а перспектива такая, что к осени некоторые виды аграрной продукции могут подорожать еще, так как их выращивание становится неприбыльным из-за высоких цен на топливо, услуги техники и удобрений, отметил фермер из Турсунзаде Бахтиер Хаидбоев. Он назвал в их числе лук, огурцы, помидоры, болгарский перец, картофель, рис. По его словам, более дешевыми могут стать баклажаны, свекла, капуста и морковь. Как вы относитесь к таким изменениям цен? Ведь за ними уследить сейчас очень сложно, а зарплаты не растут. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!